Баев, Вести, Татарстан. Вы смотрите программу «Вести Татарстан. События недели». Продолжаем выпуск. На неделе о нашей республике говорили в Париже. Государственный советник Минтимир Шаймиев в столице Франции встретился с Кишаром Рао, директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКо. Первый президент рассказал ему о процессе возрождения исторических памятников в республике. Речь шла о Болгарах и Свияжске. Минтимир Шаймиев особо подчеркнул, что в Татарстане появилась уникальная команда специалистов, способная восстанавливать самые сложные исторические сооружения. Ну а после встречи вечером в штаб-квартире ЮНЕСКо состоялась церемония вручения звания посла доброй воли известному российскому пианисту Денису Мацуеву. Завершилась церемония концертом с участием виновника торжества и Государственного симфонического оркестра Татарстана. Мы предлагаем вам взгляд из Европы. Репортаж из Франции нашей коллеги Анастасии Поповой. Париж для него – это любимый город. Каждый год Денис Мацуев дает здесь до 5 концертов. Поэтому считает очень символичным, что звание посла доброй воли получает именно во французской столице. Это огромная честь и огромная обязанность, на мой взгляд, потому что после этого мы сейчас этим занимаемся, но мы будем укреплять связи с европейскими фондами разными, детскими, чтобы мы организовывали новые конкурсы. Перед концертами он не волнуется. Гораздо сложнее произносить речь со сцены. Часто приходится импровизировать. Многолетняя традиция. Перед началом концерта пригласившая сторона зажигает в лампе огонь. Открывают вечер 3 юных дарования. Скрипачка Елизавета Сиселкина, баянист Ростислав Мудрицкий и пианист Александр Малафеев. Ровно 21 год назад парижская публика впервые услышала Дениса Мацуева. Он, тогда еще только подающий надежды, молодой стипендиант фонда «Новые имена», выступал здесь же в концертном зале ЮНЕСКо. Спустя столько лет он снова на сцене. Теперь в почетном звании посла доброй воли. Это заслуга основательницы фонда «Новые имена», ныне покойной Иветы Вороновой, уверяет Мацуев. В начале 90-х она отправилась в регионы в поисках талантов и увидела в нем искру. Далее были концерты в 40 странах и лучших залах планеты. Карнеги-холл, Кеннеди-центр, Конгресс США, Дворец наций в Женеве, штаб-квартира НАТО, полные залы и мировое признание. Это колоссальный прорыв, потому что, как правило, все достижения российские, они по меньшей мере замалчиваются. С точки зрения политической тоже очень важно. И с точки зрения просто подтверждения того, что российское музыкальное искусство, оно было, есть и будет, оно процветает сегодня. Аккомпанирует пианист уникальный коллектив Государственного симфонического оркестра Татарстана, который всего за 3 года стал визитной карточкой республики. Давайте играть в 4 руки. Все, договорились. Среди почетных гостей первый президент Татарстана Минтимир Шаймиев, скульптор Зураб Церетели, ректор Парижской русской консерватории имени Рахманинова граф Шереметьев. Несмолкающие овации, публика аплодирует стоя. Денис Мацуев признается, что счастлив, потому что умеет разговаривать на языке, не требующем перевода, на международном языке музыки и искусства, которые не знают границ. Анастасия Попова, Илья Бернацкий, Вести, Париж, Франция. С 1 апреля в Татарстане